В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. 87 новых случаев коронавируса в Якутии. 28 человек в тяжелом состоянии. Красивые дома и комфортные городские пространства появятся на Дальнем Востоке. Юрий Трутнев призвал уделять больше внимания городскому благоустройству. Избирательные участки Алмазного региона готовы к голосованию по поправкам в Конституцию. В Якутии за сутки выявлено 87 случаев коронавируса, 46 человек выздоровели. География следующая. 62 заболевших в Якутске, 10 в Мирнинском районе, 5 в Намском, по 3 в Усть-Алданском и Хангаласском районах, 2 в Нерюнгринском и по одному случаю в Вилюйском и Мегино-Кангаласском районах. На сегодняшний день 28 человек находятся в тяжелом состоянии. К другим темам сегодня вся республика отмечает национальный праздник якутян Исэх. Он представляет собой весенне-летний праздник в честь бога Аи и возрождения природы. Слово «Исэх» дословно можно перевести как «изобилие». Эпидемиологическая ситуация в регионе, к сожалению, не позволяет провести праздник с привычным масштабом. Исэх будем праздновать в режиме онлайн. Учреждения искусства и культуры подготовили мероприятия, которые каждому позволят почувствовать сопричастность к общереспубликанскому празднованию. С национальным праздником якутян поздравил глава Якутии Айсен Николаев. Сегодня мы вместе боремся с небывалой, опасной болезнью. Мы поменяли на время свою привычную жизнь, поставив на первое место здоровье каждого человека, сбережение всего народа. Вот и сейчас мы отмечаем наш Исэх, отойдя от его традиционных канонов, не взявшись за руки в дружеском круге Асохая. Но я уверен, ничто не может преуменьшить радость любимого праздника. Он живет в сердце и душе каждого из нас. Я уверен, ничто не сдержит наше желание идти вперед. В самые трудные дни пандемии мы не остановились в своем развитии. Республика работает, строит, учится. Республика живет. И в этом заслуга каждого якутянина. Я искренне благодарю вас всех, дорогие мои. В это непростое время мы опираемся на героическое наследие старших поколений. В год 75-летия Великой Победы, в год патриотизма в нашей республике мы помним и чтим легендарные Исэхи 1945 года. Они возвестили о победе добра над злом, славили воинов и тружеников тыла, не склонившихся перед грозным врагом и ставших победителями. Так и мы, их потомки, победим эту опасную болезнь. Уверен, испытания сделают наш многонациональный народ только сильнее, еще крепче сплотят нас всех. Жизнеутверждающий дух Исэха дает нам силы и уверенность дальше идти по жизни, трудиться и созидать ради счастья и благополучия каждого якутянина на благо родной республики и всей нашей великой России. Обряд Алгыс, кумысопитие, конкурс национальных костюмов – все в режиме онлайн. Но есть и счастливчики. В 4 районах республики Исэх пройдет в традиционном формате. Подробности у Анны Винокуровой. Ландшафтный этнографический комплекс «Земля Алонхо». Его построили в 2011 году специально для празднования Исэха, национального праздника народа Саха. Но в этом году комплекс пустует. Пандемия внесла свои коррективы в празднование Исэха. Обряд Алгыс, кумысопитие, конкурс национальных костюмов и многое другое. Все это будет, но уже в онлайн-формате. Алгыщит Иван Неустроев и села Сельдюкар каждый год на Мирнинском Исэхе проводят обряд очищения и благословения. 2020 не стал исключением. Правда, в этот раз зрителей в комплексе «Земля Алонхо» нет. Иван Алексеевич проводит Алгыс в рамках республиканского марафона. В условиях пандемии все улусы Якутии участвуют в акции «Марафон Алгысов». НВК Саха планирует, трансляцию этих марафонов, этих алгысов, в день проведения праздника, 21 числа. Празднуют Исэх и в интернете. Там запустили челлендж «Исэх в сети». Любой желающий может снять креативное видео на якутскую народную тематику.
Причем челлендж пользуется успехом. Например, видео артистки Национального театра танца имени Зверева Василины Шариной в Инстаграме набрало более 60 тысяч просмотров. Хомусистка меняет целых 20 платьев Халадаи. Чтобы снять видео, ей понадобилось несколько часов и целая команда помощников. Это не только дань уважения нашим культурным традициям, но и возможность собраться вместе всей семьей и встретить лето с самым позитивным настроением. Всего в рамках празднования Исэха по всей Якутии проведут более 500 мероприятий. На всех интернет-платформах они проходят с начала июня. В столице республики запланированы 75 различных конкурсов трансляций. Опыт проведения Исэха в онлайн-формате там отметили удачным. Народ все-таки должен не терять связь со своими корнями. И поэтому это вынужденная мера, но она, мне кажется, очень даже хорошо себя показала и, возможно, даже в будущем может заменить какие-то, например, проведение более затратных конкурсов. Но есть и счастливчики. В 7 населенных пунктах 4 улусов республики Исэх пройдет в традиционном формате. Это в основном арктическая группа районов, там, куда COVID-19 не добрался. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Еще один не менее важный праздник сегодня отмечают в России – День медицинского работника. То, насколько ценен труд врачей сейчас, в период пандемии коронавируса, понятно как никогда. Искренние слова благодарности жители Якутии сегодня посвящают тем, кто лечит и спасает. Я от себя лично поздравляю всех медицинских работников. Желаю всем здоровья, крепкого, благополучия в семье. В общем, всем всего хорошего. Будьте здоровы. Желаем вас, дорогие наши медики. Желаем вам счастья, здоровья вам и вашим близким. Пусть у вас никогда не опускаются руки. Это очень важно в вашем нелегком труде. В этом году медицинские сотрудники, они особую роль сыграли для всей нашей страны, для нашего города в том числе. Конечно, они особые герои в этом году. Более чем. Они всегда особые, но в этом году более чем особые. Поэтому, конечно, поздравляем с профессиональным праздником, благодарных пациентов, здоровья, чтобы берегли себя. Как показывает жизнь, их, оказывается, очень даже и не хватает. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил главам регионов Дальнего Востока уделить больше внимания благоустройству городских пространств. Он отметил, что необходимо работать над созданием новых микрорайонов, чтобы они создавали единый ансамбль, вписывались в уже существующий ландшафт. Юрий Трутнев подчеркнул, что от регионов ожидаются заявки на получение единой субсидии для работы в этом направлении. Причем необходимо ужесточить контроль со стороны губернаторов за эффективным использованием федеральных средств и качество работы строительного комплекса. Мост через реку Лену в Якутии может быть построен на год раньше, в 2024-м. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев во время передачи «Прямой разговор». Как отметил руководитель республики, благодаря частным инвестициям бюджетные средства не были израсходованы. И в 2021 году планируется получение федерального финансирования и начало строительства. Более 80 миллионов рублей предусмотрено на гранты сельхозкооперативам Якутии в этом году. На сегодня по итогам конкурсного отбора предоставлено 11 грантов на сумму 67 миллионов. Эти средства пойдут на строительство убойного цеха с переработкой, приобретение оборудования для стерилизации молока, приобретение спецтехники для транспортировки и обеспечение сохранности продукции. Третий отбор получателей грантов будет объявлен с 23 июня по 6 июля. В стране продолжается подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию. С 25 июня начнется раннее голосование. Оно продлится 5 дней. Граждане могут прийти с паспортом на выбранный участок, получить бюллетень и проголосовать. По данным ЦИК, в Якутии будут действовать порядка 800 участков, которые обеспечат всем необходимым в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Досрочный этап голосования проходит в Якутии с 8 июня. По подсчетам специалистам, в нем примут участие около 8 тысяч человек. Что касается работников промышленных предприятий республики, то они смогут проголосовать по месту работы. На крупных предприятиях будут созданы временные или выездные комиссии.
В Алмазном регионе основные участки уже готовы к голосованию. Как все будет проходить в условиях пандемии и безопасно ли вообще отправляться на голосование? Подробности в следующем сюжете. Конституция Российской Федерации. За 27 лет существования в эту небольшую книжку 15 раз вносили правки. Не за горами очередные, если, конечно, их одобрят рядовые граждане. До общероссийского голосования остались считанные дни, но многие до сих пор задаются вопросом, что именно придется выбирать. Поддержать часть предложенных поправок не получится. Проголосовать можно только за или против всех изменений. Образец бюллетеня ЦИК обнародовала несколько месяцев назад. Вопрос один. Одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации? Всего предлагается внести поправки в 46 статей. Среди основных – ужесточение требований к претендентам на должность лидера государства. Кандидаты должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь другого гражданства. Также Владимир Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера и всего правительства. Еще одна инициатива закрепит в Конституции регулярную индексацию пенсий и пособий. Предложили дополнить основной закон и нормой, которая урегулирует минимальный размер оплаты труда, чтобы он не был ниже прожиточного минимума. О предлагаемых изменениях подробно рассказывает сайт конституция2020.рф. Впрочем, жители Алмазного региона с многими пунктами уже знакомы. Обязательно пойду голосовать, потому что очень часто слышим, что надо вернуть Крым и Севастополь и часть Курильских островов. Наиболее важны, чтобы отменили продление правления Путина, потому что это чересчур. Не вижу смысла. Ничего не изменится. Нет, честно говоря, я их нигде не видел, не читал, но поправки нужны. Сколько времени-то прошло с тех пор? Пойду. А как проголосуете, за или против? Это да, наверное, пока что. Я еще думаю. Тем, кто все же пойдет исполнить гражданский долг, стоит учесть несколько моментов. Россияне, которые находятся вдали от места регистрации, легко проголосуют в любом удобном месте, хоть вблизи садового участка. Нужно лишь подать заявление. До 21 июня его примут в любом МФЦ, территориальной или участковой избирательной комиссии, а также на портале госуслуг. В последнем случае вам придет уведомление на телефон с просьбой распечатать заявление. Вот так оно выглядит. Его нужно взять с собой на выбранный избирательный участок. С 16 июня участковые избирательные комиссии принимают обращения граждан о голосовании вне помещения, так называемое голосование на дому. В участковую избирательную комиссию можно обратиться по телефонам. Такие заявления принимаются до 17 часов 1 июля включительно. Участковые комиссии готовы к увеличению количества голосующих на дому из-за режима самоизоляции. Готовят и участки голосования. Их нужно сделать максимально безопасными. До 25 июня помещения продезинфицируют. Во время плебисцита будут регулярно обрабатывать и проветривать. Пускать на участок будут не более 12 человек в час. Каждому измерят температуру, выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку. Паспорт будет показывать сам участник голосования, не передавая паспорт в руки члена участковой комиссии. Расписываться будет в списках участников голосования и непосредственно в кабинке для голосования, делая отметку в бюллетене, будет индивидуальной ручкой. Партия бюллетеней из Якутска, почти 80 тысяч штук по количеству избирателей, поступили на каждый участок региона. В Мирнинском районе уже работают 34 избирательных участка, в Ленском – 36. Кристина Каширина, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Якутские художники рисуют муралы в преддверии голосования по поправкам в Конституцию России. Большие красочные полотна появятся на торцах 2 жилых домов в Якутске и в поселке Жатай. Авторы работ – якутские художники Николай Григорьев и Софья Шилова. Новые муралы – это напоминание о ключевом общественно-политическом событии последних десятилетий. Работы были начаты минувшим днем. Авторы проекта должны завершить их 24 июня. У меня будет изображена река, так как мы все-таки находимся, так как стена находится в Жатае, это непосредственно поселок у реки. Здесь стратегическое предприятие находится, судостроительный завод, и поэтому река это, мне кажется, очень близка жителям поселка. И здесь будет изображена семья, которая плывет по реке. По улице Дзержинского я изображаю декоративное полотно, панно с элементами природных узоров, где будет изображено
природа Республики Саха-Якутия. Также будут там изображены атрибуты землеустроителей, где они будут разбросаны по частям, по рисунку. Эпатажная певица в стиле этно Зарина Копырина вновь удивила публику, выступив в 15-м сезоне популярного шоу «Америка ищет таланты». Об участии в конкурсе и творчестве группы «Олакс» она поделилась с нашим корреспондентом Айсеной Бурнашовой. Горловое пение, таюк и имитация звуков природы. В своем выступлении группа «Олакс» показала все великолепие якутской этномузыки. Для участия в американском шоу Зарина и Андреас выбрали песню «Зомби». Ее подготовка заняла у ребят 1,5 месяца. В итоге мощная и пробивная композиция в талантливом исполнении музыкантов заиграла новыми красками. Аплодировали все. Каверами мы с Андреасом не занимались как-то даже принципиально, потому что до этого я вообще не пела на английском языке. Надо было сделать то, что американцы знают. Они не знают песню на якутском языке, но они вот услышали «Зомби». И для нас это был первый опыт такой профессиональный сделать кавер. Группа прошла во второй этап конкурса. Что будет дальше, для зрителей пока загадка. Но удивлять «Олакс» точно умеют. Взрывная энергетика с национальным колоритом – то, что отличает их группу. Мы поем традиционные песни, фольклор моего народа Саха, и помимо этого наши песни собственного сочинения с модными битами. Получается очень стильная музыка, вот благодаря Андреасу, который пишет электронную музыку. В Творческом союзе музыканты работают уже 5 лет. Из них 2 года они провели в Америке. За плечами у группы 2 альбома, впереди 3-й. Он будет в стиле неошаманизма. Это направление в музыке, их визитная карточка. Но помимо музыкальных вершин у ребят есть и другие, не менее амбициозные планы. В случае победы в американском шоу музыканты получат $1 миллион. И они уже знают, на что потратят эти деньги. Мы мечтаем с Андреасом сюда привезти урага, якутский балаган, и открыть центр духовный и образовательный, где дети коренных народностей могли приехать сюда, в Штаты, и научиться новым интересным технологиям. И в Саха у нас есть очень много таких детей и молодых людей, которые могли бы научиться этим знаниям. С одной стороны, иностранцы, они могли бы посетить этот духовный центр и ознакомиться с нашей культурой и научиться чему-то новому. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва, Сан-Франциско, Калифорния. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь.